Сарыулов Дастан Исламович, экс-госсекретарь Кыргызской Республики, государственный советник Государственной службы первого класса, экс-депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, заслуженный строитель Кыргызской Республики, профессор, автор 19 книг и 17 международных публикаций. Дастан ага, сегодня хлеб насущный очень важен для сегодняшнего народа. И насколько необходим история кыргызам, вообще сама история, кому она нужна? Есть пословица: кто не знает прошлого, тот не найдет дорогу в будущее. Это как раз сказано применительно к нам. В течение последних 30 лет независимости мы так и не можем найти свою дорогу в будущее. Мы неизбежно в результате 3 народных, скажем, революций или волнений, так и до сих пор не нашли дорогу в будущее. Мы подражали, хотели быть то Швейцарией, то Малайзией, но мы убедились, что это нам процветание не дает. Мы провели несколько референдумов по изменению Конституции. Мы проводим выборы депутатов разных уровней. И тем не менее ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего. В чем причина? В чем причина? Как найти дорогу в будущее? Вот этой пословице все емко сказано. Мы действительно, не зная своего прошлого, а оно у нас очень большое, великое, достойное, охватывает несколько десятков тысячелетий. Об этом подробно мы еще позже скажем. Нашу большую древнюю историю мы не знаем. Почему, это второй вопрос. Но мы убеждаемся, что мы в будущее можем найти дорогу только опираясь и зная исторический опыт наших предков, анализируя то наследие, которое они нам оставили. Потому что история убедительно показывает, что наши предки во все времена, и в эпоху бронзы, и в эпоху железа, и в палеолит, были достойными названия кыргыз. Они оставили в истории громадный и неизгладимый след. Следы эти мы видим сегодня очень много в археологических раскопках. Мы видим во многих трудах древних. Да. Это великий след, мы должны им гордиться, но, к великому сожалению, мы своей истории не знаем. И результат вот той политики, которую проводили последние 90-100 лет. Но наряду с этим еще в советское время говорилось, что история кыргызов начинается с 1917 года. Насколько повлияла большевистская политика для кыргызов, для истории кыргызов? Она оказалась разрушительной. Во-первых, вы знаете лозунг большевиков: мы до основания старый мир разрушим и на его обломках построим новый мир, создадим нового человека. Конечно, в этом лозунге было много рационального и много объективного, потому что тот мир, который был до Октябрьской революции,
Это был мир богатства и нищеты, это был мир эксплуатации, это был мир засилия религиозного всякого для обеспечения власти имущих. Поэтому этот лозунг во многом был оправданный, но практическая реализация этого лозунга привела к большим жертвам и кровопролитиям. По результатам гражданской войны в России 1917, 21, 22 годы погибло 8 миллионов, и в эмиграцию ушло 2 миллиона. Представьте, 10 миллионов человек. В ходе коллективизации погибло 6 миллионов человек. Какие жертвы были перенесены во имя этой цели. Но применительно к истории кыргызов, надо сказать, что эта политика оказалась катастрофически по последствиям, потому что уничтожались в борьбе с религиозными предрассудками, с религиозным засилием, уничтожались религиозные книги на старославянском языке и книги на арабском языке, на арабской письменности. Может, это даже и не религиозная книга, но, знаете, красногвардейцы во многом были безграмотные, они не могли читать. Ага, старославянский сжечь надо, изъять надо. А на арабском все, не пойдет. Мечети разрушались, церкви разрушались или пустовали. Вы знаете, какая волна погромов прошла. Да. Религия опиум для народа. Да. Вот так. Отчасти это и было правда, но перебарщивать, это, конечно. Значит, вот мы первый пласт своей истории потеряли вот в те времена, когда борьба с религией шла, когда классовая борьба, борьба с буржуями, борьба с помещиками, борьба с кулаками. Вот этот период привел к тому, что мы потеряли очень много источников, касающихся нашей истории, нашей санджира, нашей истории. Потом уже мы видим, эти источники все-таки сохранились. Не все, но важные сохранились. Еще более разрушительно оказалась история тюркоязычных народов. И тут уже другая причина. Дело в том, что царская Россия 3 столетия воевала с Османской империей. Были войны, всего было 6 войн. Длились они 3 года, 4, 5, самое длительное 6 лет было. Естественно, войны в течение 300 лет не привели к появлению дружеского такого отношения к тюркоязычным народам. Более того, Первая мировая война, Османская империя была на стороне Германии, врага России. У людей и политической элиты свежо в памяти было это противостояние и войны, которые буквально еще были видны невооруженным глазом. Вот поэтому сложилось неприятие тюркоязычных народов. Это такой, скажем, морально-психологический фактор. Но более того, более важный фактор то, что молодое государство СССР, его 75% территории составляли земли, издавна являвшиеся родиной тюркоязычных народов. Скажем, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, скажем, там Сибирь, народы, я не буду время тратить и перечислять. Вся эта территория, она была исторической родиной тюркоязычных народов, многих тюркоязычных народов. И поэтому потенциально была угроза, если Османская империя и эти тюркоязычные народы объединятся, поскольку у них религия одна, история одна, культура одна, то это представляло потенциальную угрозу целостности молодого советского государства. Это был очень серьезный фактор, который тревожил большевиков в то время. Ситуация усугубилась событиями 1931-1937 годов, которые произошли в Синьцзяне. Это северо-западная часть Китая.
Уйгуры в течение этих лет провозглашали возникновение суверенного Восточного Туркестанского республики. Да. Но это и понятно, это их родина испокон веков. Они также хотели суверенитета, независимости. Но для большевиков в то время это было очень опасно, потому что это был призыв к объединению. Само название Туркестанская республика как бы являлось уже лозунгом: давайте тюркоязычные народы объединяться, тем более граничащие с республиками Средней Азии. И уже в это время большевики вынуждены были, учитывая мнение мировой общественности, не могли открыто войско свое посылать, но под видом басмачей сформировали одну бригаду на юге, через Иркиштан вели, вторую бригаду на севере, через Торгар вели в Синьцзянь. Все это события, я не буду в деталях останавливаться, закончилось тем, что большевикам удалось договориться с Мао Цзэдуном и буквально уничтожить. Скажем так, да. После этого большевики всерьез отнеслись к истории, к культуре тюркоязычных народов. Как это выразилось на деле? Вот у меня книга «Репрессированная тюркология». Она написана на основании архивов. Она написана на основании архивов КГБ. Значит, вот эта книга «Репрессированная тюркология». Она написана учеными, издана Академией наук Российской Федерации на основе архивов КГБ Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Центрального архива. Меня она подарена одним из авторов. Тираж его очень маленький, 800 экземпляров. Это не хватит даже для библиотек. Но тем не менее, здесь на основании архивных материалов показано, как были расстреляны тюркологи, независимо от национальности. Например, Самойлович, Поливанов, Воробьев, Сумимяги, Чобанзаде. Многие ученые-тюркологи Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, у нас Белек Шолтоноев, Шенала Рабаев, Абдыкерим Сыдыков, Тюрекул Айтматов. Это большой список, не будем время, да, если всех перечислять, много времени. Так вот, эта книга говорит о том, как первая волна прошла по уничтожению ученых-тюркологов, то есть тех людей, которые хорошо знали историю тюрков, культуру, этнографию. Но это показалось мало. Вы знаете, что коллективизация сопровождалась голодом, голодомор на Украине и голод в Казахстане, когда погибло миллионы людей. Это привело к активизации в Казахстане партии Алаш, в Кыргызстане социал-туранская партия. Значит, второй этап был уничтожение лидеров этих партий, которые занимались, которые придерживались национально-патриотических взглядов. Поэтому их под разными предлогами, это шпион, это классовый враг, или у него там дедушка был буржуем, кулаком, да, и уничтожались. Это была вторая волна. Третья волна, это касается 1934-1937 годы, третья волна коснулась писателей, которые писали художественные произведения, отражающие историю, культуру этих народов, тюркоязычных народов. Даже писатели, которые детские сказки писали, их тоже надо было уничтожать. Надо было под корень отрезать все исторические, память, уничтожить надо было. И вот в результате, так шаг за шагом, уничтожив ученых, стало возможно написать другую, фальшивую историю. Даже древняя история не избежала этой участи. Допустим, было прямое задание писать о том, что саки, скифы, ираноязычные народы. И такое задание выполняли историки,
которые получали степеня, звания, Но, однако же они награды. тюркоязычные были. Но, да, были, но уже известные в то время историки, уже с именами, вот Василий Абаев, он по заданию партии и правительства переписал историю. Даже перевод сборника летописей Рашид ад-Дина 1430 года, она была переведена на русский язык с фальсификацией. Там, где писалось тюрки, там все заменили на монголы и на татар. То есть уничтожалась наша древнейшая история. Более того, археологические раскопки курганной культуры показали, что эта культура принадлежит кыргызам. Многие ученые так и писали. Те первые ученые Теплоухов, Грязнов, они были привлечены к ответственности и отсидели определенный срок. Даже Киселев, известный академик, он в 1951 году выпустил книгу «Древняя история Южной Сибири». И то он подвергся, конечно, цензуре, и там, это объемный труд, все-таки цензура не все видела, не все заметила. Там прямо пишется, что карасукские могилы, кыргызские, там камни, там то-то, то-то. И они говорили, что это культура кыргызов. Но почему было запрещено это писать официально? Потому что была тревога, что будет территориальный спор в перспективе, в будущем. Что кыргызы могут сказать, да это же наша культура, наши предки, наша земля. Вот даже чтобы такие поводы не давать, из политических соображений, геополитических соображений история кыргызов умалчивалась. И вот получилось так, что кто не хотел выполнять задания партии по умолчанию, утаиванию истории тюркоязычных народов, те были в опале, в частности, Гумилев. Лев Гумилев, он 14 лет просидел. Выдающийся историк, знавший прошлое Центральной Азии. Его все книги были опубликованы только после развала СССР, а до этого они не публиковались. И вот в результате такой работы получилось так, что тюркоязычным народам написали ложную, фальшивую историю их. Постановление было принято в 1944 году, 9 августа. Согласно этому постановлению, прямо было сказано, что утаивать, умалчивать историю тюркоязычных народов. В основе истории, конечно, и вот в этой кампании очень сильно пострадала история кыргызов. История кыргызов. Это и понятно, потому что если курганная культура афанасьевская, андроновская, карасукская, потом ДНК подтвердили, там R1A1 ДНК. Гаплогруппа. Да, а по этнографическим признакам это все история, и это культура кыргызов. Это тесла, это альчики острогал, это поясные ремни, накосные привески, предметы быта, переметные сумки, шердаки, курджуны, гөкөрü, комуз, инструмент, второй пазырский курган. Поэтому в этой кампании очень сильно пострадала история кыргызов. История кыргызов. И в результате получилось так, что нам преподавали историю Кыргызстана, и то вскользь. Нам говорили, что алтайские кыргызы и тяньшанские кыргызы ничего общего не имеют. Нам говорили, что кыргызы сформировались как народ в XVI веке. Нам говорили, что это отсталый народ, туземный народ. В какой-то мере было основание, потому что оседлые люди в городах, Петербург, Москва, гранитные здания, дороги и кочевой народ. У них было такое, раз со скотом кочуют, это такой патриархальный уклад, что кыргызы должны были пройти рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй, потом попасть в социалистический. Это была политическая, идеологическая доктрина. И поэтому кыргызы говорили, это туземный народ, отсталый, дикий. Но мы потом коснемся, сравнивая оба образа жизни, цивилизации, плюсы и минусы. Да? И в итоге этой кампании
мы получили историю Казахстана, историю Кыргызстана, но не историю кыргызов. Да. И вы знаете, в 1952 году, кто перевел эпизод из Манаса, Чонгазат, на русский язык, они были осуждены на 10 лет. Не судебным решением, а постановлением КГБ. Вот такое время было. Естественно, после таких, скажем, очень жестких гонений, естественно, никто не мог открыто говорить о наших Санжира, о нашей истории. Для большевиков мы должны были полностью потерять свое прошлое, чтобы быть управляемым, чтобы беспрекословно подчиняться идеологии, политике КПСС, до этого большевиков. Но к чему это привело после развала СССР? Это большая тема. После развала СССР начался поиск собственного пути развития. Вот тут мы видим, каковы последствия этой политики, потому что мы не опираемся на свою историю, на свое прошлое, на свой исторический опыт, на наследие наших предков, а мы то хотим быть Швейцарией, то хотим быть Малайзией, то хотим быть Турцией, и в результате мы имеем то, что сегодня имеем. Да. Поэтому 30 лет независимости, суверенитета, за это время мы не смогли найти устойчивую, надежную дорогу в будущее. И это, конечно, проблема остро стоит и сегодня. И в решении этой проблемы мы убедились, пикеты, митинги не дадут решения этой проблемы. Выборы депутатов всех уровней, референдумы по применению, по изменению Конституции, их уже более 10, кажется, да? Если бы они дали результат, наверное, мы уже видели бы этот результат. Встает по-прежнему вопрос, как найти дорогу в будущее. Тем более, началась эпоха глобализации. А это особая тема разговора. И с ее плюсами, и с ее минусами. Что такое глобализация? Ну, не будем затрагивать эту тему. Короче говоря, сегодня коротко можно сказать о том, что наша история была у нас украдена. Если украдут сотовый телефон, судят. Если украдут, допустим, гуся, индюка, барана, судят. А у целого народа украли его историю. Притом историю древнюю, охватывающую много тысячелетий. Как это назвать? Вот мы сегодня платим за это, чтобы в свое время наша история была украдена. И мы еще свою историю не восстановили, к сожалению. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы найдем дорогу в будущее.